Налоговый комитет опубликовал список злостных неплательщиков налогов из 29 известных блогеров. Родные ищут пропавшего на войне в Украине таджикистанца. Мирзиёев и Токаев проведут неформальную встречу. Зеленский, президент Латвии, прибыли во Львов. Германия намерена выкупить у Швейцарии танки «Леопард-2». Налоговый комитет Таджикистана опубликовал имена 29 известных блогеров, которые, по данным этого ведомства, занимаются незаконным бизнесом и не платят налоги со своих доходов. Об этом сообщает информагентство «Азия+». В списке, опубликованном в официальном еженедельнике комитета «Бодю Героч», указаны имена Бехруза Зеварова, певца Мубариза Усмонова, журналиста и автора песен Орзо Исоева, юмориста Саиджона Идиева, Джаноны Ашуровой, Фаридуна Саидова, Сабинджона Нуриддинова, Сино Сахибова, Голиба Мусоева, Азама Назриева. По данным налоговиков, эти блогеры получают доход за счет размещения рекламы на своих каналах, но не платят с него налог. По результатам налоговых проверок стало ясно, что некоторые известные блогеры проявляют безответственность, работают без документов, подтверждающих их занятие предпринимательством, и без регистрации в налоговых органах, получают доход с рекламы за счет увеличения своих подписчиков, пишет еженедельник. Ведомство заявляет, что блогеры должны обращаться в налоговые органы для государственной регистрации своей деятельности. В противном случае налоговым законодательством установлены иные нормы, в частности, механизмы проведения контрольных проверок и применения административных штрафов. В налоговом комитете говорят, что, несмотря на неоднократные предупреждения, они до сих пор не зарегистрировали свою деятельность. Родные ищут пропавшего без вести на войне в Украине таджикистанца, заключенного одной из российских тюрем. 34-летний Ахмадали Нуров в начале осени прошлого года был завербован для участия в войне в Украине. По словам родных, 2 года назад Ахмадали был приговорен к 6 годам колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Почти полгода у нас нет никаких сведений о нем. Жив он или мертв, мы не знаем. Месяц назад нам позвонил неизвестный человек и сообщил, что Ахмадали погиб, но его тело пока не найдено. На наши запросы власти России, в том числе руководство ФСИН, пока не ответили. Отмечают в письме в редакцию «Радио Зоди» один из близких родственников Нурова. В прошлом году, по данным достоверных источников, десятки таджикистанцев, заключенных российских тюрем, были завербованы ЧВК «Вагнер» для участия в войне в Украине. Точных сведений о гражданах Таджикистана, отбывавших срок в России и убитых в войне в Украине, нет. Сегодня, 3 марта, в Шымкенте в Казахстане состоится неформальная встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Узбекистан. В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двухсторонней и региональной повестки. Особое внимание будет уделено продвижению приоритетных проектов, кооперации ведущих предприятий Узбекистана и Казахстана, говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский, Латвии Эгилс Левитс 3 марта прибыли во Львов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса украинского президента. Украинскую делегацию представил Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, замглавы Офиса президента Алексеем Кулебом, начальником Львовской ОВА Максимом Козицким и его первым замом Андреем Гудиком. Вместе с приехавшими с визитом во Львов президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите политики посетили Лычаковское кладбище и почтили память украинских военных. В частности, возложили цветы к могилам. Германия намерена выкупить у Швейцарии находящиеся там на консервации танки «Леопард-2». В письме 23 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек попросили министра экономики Швейцарии Виолу Амхерт одобрить эту сделку, сообщила швейцарская газета «Блик» в пятницу 3 марта. Согласно планам правительства ФРГ, 96 снятых с вооружения танков «Леопард-2» должны быть возвращены немецкой компании-изготовителю Rheinmetall.
В Германии рассчитывают, что эти танки позволят восполнить нехватку техники в арсенале тех стран Евросоюза и НАТО, которые поставляют танки Украине, отмечает Блик.